Что тут у нас по ГСМчику? Двадцатка еще есть. Остатки сладки. Остатки сладки дозальем. Пока еще есть топливо. Хватит. Так, ребят, всем привет. Ну что, очередная суета, муета, так скажем. Очередная рыбалка, очередная экспедиция, я бы так назвал. Жду гостей, гости едут издалека, и, в общем, я опять встречающий, так скажем. Сегодня, ребят, день сборов, подготовки, так скажем. Приехал с утра в деревню, зарядить снасти, подготовить весь шмурдяк. Ну и немножко позаниматься техникой. Хочу, ребят, сегодня перебрать подвеску осенью. Перебрали. Вот хочу заменить масло, ребята. Хожу много, езжу много. Масло меняю 2 раза в сезоне. В общем, сегодня такая как раз погода. Такая лайт 6 минус. На выходных было 20-очкой. Неудобно было заниматься. А вот сегодня прям самое то. Ну и помимо, ребят, хочу перетащить лодку. Лодка стоит на прицепе на дороге. Вот, специально ждал, чтобы выпал более-менее снег. Потому что декабрь месяц, ребята, снега толком и нету. Вот. И хочу сюда, ребят, поставить на прикол ее. Привез покрышки. Установлю сейчас покрышки машинные. И переверну лодочку, поставлю. И до весны она здесь будет у меня, ребят, стоять. Так как кто давно на канале, знает, что я тут немножко не сдружился с соседями, потому что заезд должен быть спокойный с дороги. Ну вот у меня тут немножко проблемы. И в общем, сейчас получается, что лодка стоит на прицепе у дороги. А что, зима пришла, снег, трактора чистят. В общем, надо убрать ее и убрать сюда. Именно, чтобы она здесь лежала спокойно, никому не мешала, так скажем. Вот. Ну и потащу именно тафоварщиком. Как-нибудь, я думаю, справимся. Как-то так, ребята. Почистил снежочек, перебрал сани. В общем, смотрю, какие вещи. Ну и в дальнейшем заменим масло. Недавно пришло маслицо мне, ребята. Неплохое, потому что по совету матерых механиков подсказали. И заказал, в общем, ребят, сейчас с запасом сразу взял 4-тактное, 2-тактное. Потому что бывает, что гости приезжают на своей технике. Ну, мало ли что. Тем более в деревне, ребят, когда живешь, когда большие серьезные магазины очень далеко, нужно, чтобы в деревенском гараже было все, ребята. Если масло, то значит объемом. Если топливо, значит объемом. Ну и, в общем, все по этому расчету. Так что, друзья, давайте поехали почистим лодку сначала. Скинем с прицепа ее. Она стоит не накрытая. Там уже снега навалило. И попробуем сюда ее затащить. Вот. Ну, я думаю, все получится. Ничего страшного. Как-то затянем. Так что все. Сначала сейчас цепляю сани. Везем покрышки. Скидываем, они на дороге там валяются. И потом будем пробовать чекировать. Так что погнали.
все, колеса отвез, ребята, покрышки. Еду за лодкой. Я думаю, получится все.
Ну все, ребята, птичка, так скажем, в клетке. Баркасик дома. Все. Ну ничего сложного, просто единственный момент, что вот прилипло после дождей. И прицеп прилип там, и лодка прилипла. В общем, стяжка прилипла там. Ну немножко так суеты, а так все нормально. Лодочка великолепно по снежку бежит. Ну, то же самое по НД, ребята, что и в принципе вот, вот эти сани. Ну только это из пластика, тут только накладки по-эндовские. Вот. А так, в принципе, нормально. Все, затащил. Все, пускай теперь до весны здесь балдеет. Убрал с дороги, самое главное. И весной, в принципе, также можно будет ее вытащить на прицеп и погнали. Все. Ну, как-то так, ребят. Все, сейчас пойду переоденусь, потому что все равно буду ковыряться, масло, не масло. Одену рабочку и приступим к замене масла. Такие дела. Так, ребят, я переоделся, попил кофейку. Ну и в принципе начнем замену масла. Ничего сложного, ребят, нет. Немножко погрел мотобуксировщик, чтобы масло было теплое, чтобы она хорошо сливалась. Ну и понятно, заливаем тоже теплого комнатной температуры. На данном аппарате, в данном случае это Тафалар 600. И во всех моделях Тафалара, ребят, там идет быстросъемники, то бишь двигатель стоит на подушках. Вот, я видел, как ребята мучаются, не буду перечислять технику модели. Двигатель прикручен жестко к раме, то бишь на 4 там, болта на 17, да, грубо говоря. И ребята задирают технику так, чтобы масло как-то слить через заливной вот эту горловину. Потому что снизу есть сливной болт, но надо открутить двигатель. Это не очень удобно и это некомфортно. Здесь же, ребята, тафаларцы молодцы, придумали вот эти быстросъемники, подушки. И сейчас двигатель, ребята, я просто вытащу за считанные минуты, грубо говоря. И без проблем. Я через сливную, заливную горловину, точнее заливную горловину, их там две, сливал масло. Можно снизу открутить сливной болт и вылить. И в принципе все. В гараж не буду загонять, потому что мало ли накапаю. Не хочу, чтобы в гараже было грязно. Просто беру тару, ключ и в принципе и погнали. Ну а сейчас немножко поговорим о масле. В этом сезоне приобрел, как и говорил изначально. Вот попробуем подвигаться на новом маслице. Так, друзья, ну что, совсем недавно пришла вот такая посылочка. Именно это масло, моторное масло 4Т 40, полностью синтетическое, специально для низких температур. Хочу подметить, ребят, что это Россия. Сейчас, ну, с нашими событиями много брендов поуходило, и люди, которые имеют что-то подобного плана технику, снегоход, мотобуксировщик, начали думать, что надо заливать, что заливать-то, заливать нечего. Вот, ребята посоветовали, кто занимается именно техникой, вот Андрюха говорит, возьми, не пожалеешь. Потому что я в китайце заливал и что-то русское, какой-то Лукойл, что ли, когда-то заливал, что-то... В общем, ребятки, вот, хочу посоветовать, помимо четырехтактников, естественно, у ребят компания Vitex есть и двухтактники, ну, в общем, и различные объемки. Вот, допустим, литрушечка, как раз мне на заливочку. Я взял 3 литра 4 такта. Вот. Масло я, как говорил, ребят, меняю 2 раза в сезон. Так, это двухтактник. Двухтактник. 4 такта. И еще одна двухтактник. Скажете, зачем двухтактник? Ну, ребят, приезжают гости, приезжают со своей техникой. Мало ли что, на 2 такта. На снегоход я имею в виду, потому что многие снегоходы двухтактники, кому-то угостить, да и вообще в целом, чтоб было. Вот такое маслицо, ребятки. Так что информацию в описании оставлю, потому что, ну, цена вопроса, цена-качество, ну, в принципе, огонь. Так что в этом сезоне именно покатаемся
масло от компании Vitex. Все, поехали. Сейчас снимаю, ребят, я кожух, капот, снимаю чехол на двигатель, в общем, и приступим к замене масла. Так, ребят, я снял капотину. Все, в принципе, здесь нормально. Немножко стружки от ремня, но это понятно. Бегаю я немало. Так что как-то так. Ревис-редуктор. Подтеков никаких нету. В принципе, отлично. Так, снимаем чехол. Сразу небольшой лайфхак, ребята, чтобы чехол не ерзал. Здесь на воздушном фильтре вот получается, делаю пробитие в чехле, вот, и как бы вот одеваю вот так, чтобы он стоял жестко. Немножко, вот смотрю, потерло от капотины, ну ничего страшного. Так, снимаем чехол. Чехол, ребят, обязательно. Это не для того, чтобы двигатель как-то согревался, знаете. Он очень тоненький, как бы. Это именно от снега, от пыльцы. Когда идет техника, очень сильно пыль поднимается снежная. Она забивает, вот именно попадает в такие места, как карбюратор. Техника горячая. Все это тает. А когда ты останавливаешься, все это начинает замерзать. Так, снимаем чехол. Снимаем чехольчик, ребятки. Что там, где там застряло? Вот именно, ребят, забивается сюда. И вот заслонки, вот это все начинает, все потом троение, самоход и так далее. Еще сразу, ребят, хотел вам сказать один совет. У кого есть такая техника, надо, примерзла, я думаю, что он не отходит. Так, чехольчик. Все в порядке, все в порядке. Сразу, ребята, кто имеет технику, в данный момент это у нас лифановский двигатель. 20 кобыл. Здесь, друзья, есть такой шлындик, ну, как им сказать, пластмассовая гравировка. Мощность, ну, то бишь название двигателя. КП 460 вроде 20, вот такая же. Она пластиковая, ребят, она приклеивается сюда. И был такой случай у знакомого. От тепла, от температуры этот шлындик, пластик упал, ребята, и попал вот сюда. И там такую беду наворотило. В общем, там размолотило все, ребят, и двигатель пришлось очень жестко чинить, так скажем. Так, это сразу закрутим, чтоб не выпал. По фильтру, ребят, внутри есть бумага, которая защищает от пыли, так как данные двигателя, ребят, ставятся не только на на зимнюю технику, также же и на аэролодки, и на там каракаты. Вот эту бумагу, ребят, сразу можете убрать. Она ни к чему. Сразу заметите, как техника побежит резвее. Вот видите, эта бумага, ребят, я ее просто вырвал, и все. Остается чисто только вот это. Все. Ну, это вот небольшие, ребят, так сказать, мои зарисовочки на данный момент. Сколько я уже эксплуатирую, получается, сколько уже было пониманий.
кто-то подсказывал, кто-то еще что-то еще. Вот такие дела. То бишь покупаем, ребята, технику. Вот эту сразу, ребята, вырвите. Потому что может быть очень сильная беда потом в дальнейшем. Так, ладно, закручиваю. Ну и как раз снял чехол, снял капот. Небольшой внешний осмотр обязательно. Потому что я его постоянно снимаю. Смотрю. Так. Пластмасску обратно. Вот сейчас я ее закручу, чтобы она не болталась. И все. Блин, вот это всякие вот эти веревочки раздражают. Так, что такое, ребят, быстросъемник на данной технике? Это, друзья, смотрите, какие вещи, какие штучки. Как я вам и сказал, что двигатель снимется за считанные секунды. То бишь, я могу его в тайге, в лесу просто снять и увезти. Отцепить только всю проводку, тросик газа. Так, сейчас мы что, снимаем ремень, чтобы двигатель нам повернуть. Так, включим нейтраль. Ремень, ребята, мы снимаем. И получается у нас двигатель освобожден. Освобожден у нас именно вот таким макаром. Так, это мы убираем. И смотрите, ребята, одним легким движением руки, опа, я снимаю двигатель. Опа. Все. Вот, ребята, молодцы, конечно. С одной стороны, это как будто, ну, что может держать, как его может держать вот такая штучка. А все четко, ребята. Понимаете, о чем речь? Так, сейчас что-то здесь придумаю. Потому что, возможно, мне надо будет вот это отсоединить. И будем сливать масло. А так, говорю, можно сливать вот через горловину, ребят, заливную горловину здесь. И она еще с другой стороны идет. Вот она. Такие дела. Так, ну что, ключик на 13 вроде, как не изменяет мне память. Если не изменяет мне память. Так, на 13. На 13 головочку. Так, это у нас сюда не влезет. Маленькую головочку. Опа. Не могу сдернуть. О, прикипело. Так, сразу, ребята, баночку приготовим. Чуть-чуть наклонил. Поехали. Все. Вот такое черное маслицо, ребята, у нас. По паспорту, по идее, литр 100. Ну, ребят, на стенках все равно остается. И вот, в общем, литрушку мы и заливаем. Все, теперь пускай сливается потихоньку. Вот такие дела. Сейчас немножко тут его подмарафечу. Вот как-то так, ребята. О, деревня гудит, ребята, вся. Ну а что у нас в деревне вот зимой иметь такую технику одно удовольствие, ребята. В магазин съездить за водой, неважно вообще, как бы. Я считаю, что для деревни прям без такой техники, блин, сейчас не обойтись вообще. Просто с детьми покататься. Да вообще не важно, хоть на работу езди. Такие дела. Так, ну что, все, в принципе. Литрушечка вылилась. Я потом, вон просто, ребят, эту отработку. Вот у меня тут есть уже сколько. Я наливаю и
Топлю печку. Дрова просто закладываю, обливаю, поджигаю, как бы. Отработка. Ну, не выливаю никуда, а так нормально. Нормально. Вот что, берем бутылочку. Ну, вот полную, ребята, сейчас ее туда. Все. Это обратно. Аккуратно, главное не сорвать, ребята. Тут надо все чувствовать. Опа. Все. Отлично. Немножко накренил его, ребятки. И вот уже через заливную будем заливать. Так, 4D. Хоть не 2 ты взял. Витекс. Ну давай, Витекс. Сезон с тобой. Покатаемся. Так, вороночки у меня нету, ребят. Маленькой. И вот потихоньку туда эту литрушечку, друзья, мы заливаем. Вот. Как раз у нас будет примерно литр 100. А так литрушку лейте, ребятки. Смело. И все. Вот так потихоньку, помаленьку, не спешонько. Ну все, сейчас заливаю, ставлю все на место, протягиваю, смотрю какие-то моменты, завожу и что, прокатимся. И прокатимся, ребята. Вот до весны. Весной, возможно, я еще сделаю эту процедуру. Такие дела, ребят. Так что на этом экономить не стоит. Вот по тихой грусти. В принципе, все, ребят, делов-то. Я говорю, очень удобно в плане быстросъемника вот этих. Двигатель прям вот на коленочках, грубо говоря, бас-бас. Ничего не снимал, ни проводку, ничего. А так бы это целая процедура. А вот, все, завел, немножко тарахтит. Пускай погреется. Погоняет новое маслицо. Витекс. В общем, не знаю, ну... Я думаю, все будет огонь. А что, по-другому и никак, ребят. По-другому и никак. Что, дадим жизни сейчас? Немножко. Он даже как-то работать стал по-другому, ребят. Или кажется. Короче, ладно, погнали, прокатимся. Так. Потянул тросик. Добавил масло в реверс.
Добрался до реки, ребята. Ну, дорогой прошел. Тут немножко по полю. Но река уже все, ребята, ждет. Скоро комбайны, налим. Скоро рыбалка. Но это после Нового года. Обычно я не заезжаю раньше Нового года. В общем, как-то так. Ну, как-то побежал, ребята, пободрее. Свеженькое масло. Движку тоже нужно кушать. Соответственно, надо, ребята. В общем, ссылка в описании, друзья. Заходите. У кого есть техника, неважно, это снегоход, квадроцикл. В общем, ребят, ручаюсь, так скажем, потому что ребята посоветовали. Ну, а если ребята советуют, а ребята надежные, значит, масло огонь. В общем, вся информация внизу, ребята. Залетайте, узнавайте, приобретайте. Увидимся, ребят. Все, я готов, техника готова. Будем выезжать. Все, пока.